أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы с вами продолжаем перевод книги «Аль-Усратуль Муслима», мусульманская семья, автором которой является современный известный ученый Вахбат Зухайли. И мы с вами рассмотрели раньше предисловие этой книги и какие темы будет рассматривать автор. И потом миссия женщина на земле, миссия мужчина на земле. И после этого зашли в другую главу, где глава называется «Особенности создания мусульманской семьи». В этой главе рассмотрели хукм издавач, то есть положение бракосочетания или семейной жизни. И мы сказали, хукм издавач, то есть бракосочетание, как и все другие виды деяния человека, как и все виды деяния человека, делится на 5. Либо запрещено, либо необходимо, так важиб, обязательно, либо разрешено, либо запрещено. Все 5 видов. И после этого мы рассмотрели кабуль заваш, то есть начали рассматривать препятствия. Какие есть препятствия, современные препятствия для заключения брачного договора или для совместной семейной жизни. И автор начал рассматривать первую причину, сказал галяуль мухур, то есть дороговизна приданная. То есть, как мы говорили, женщины или опекуны женщин требуют большие предания. И второе, мы сказали, мубалягату фил такалифу заваж, то есть чрезмерность в расходах свадьбы. Третье, джихазуль бейт, обстановка дома, то есть очень дорого обставить дома, то есть квартира или дома, где будет жить молодожена. И тот автор коснулся, обставляет дом, смотря по где как принято, допустим, как мы сказали, в странах Магриба, в Западной Африке, в мусульманских странах принято, женщина обставляет дом мебелью, потому что так звучит в мазхабе имама Малика, а в южных странах или восточных странах арабского мира или мусульманского мира. И у нас тоже в основном принято, что мужчина обставляет квартиру. И после этого еще автор тоже говорил, что четвертое это муталя баталату акиллату дахль, то есть одна из причин, почему избегают люди семейную жизнь, безработица и малые доходы. Потому что сегодня, как уже сказали, жизнь требует больших расходов. И пятый, автор видит причины тахаррубу ан мас'улия, то есть автор также видит причину, почему сегодня не женится молодежь. Это значит нежелание взять на себя ответственность. И автор это говорил в первую очередь, почему это происходит у молодежи, потому что они не имеют религиозного воспитания. Он сказал, если детей с детства нужно воспитать в духе джихада, тогда человека будет, то есть самоустремленность и доверие самому себе, и будет всегда не избегать ответственности, наоборот, будет решать эти вопросы, которые он должен нести ответственность, и которые он должен решать как мужчина. И шестое, он сказал, и шестое, слабость религиозного мотива. И то же самое, слабость религиозного мотива, это возвращается к тому, что родители не воспитывают своих детей в духе
религиозных ценностей, дух религиозных ценностей. Это особенно, что касается к нам, к нашим регионам, к сожалению, потому что мы живем в таких регионах, где наша культура, наша цивилизация, наше мировоззрение, наше убеждение – это меньшинство, а другое убеждение – большинство, и поэтому побежденный народ желает этого или не желает, он стремится быть похожим к тем, кто их, то есть под кем они живут. Так. Вот. И после этого автор начинает говорить о других причинах, препятствиях, почему сегодня большинство молодежи избегает семейную жизнь, то есть не стремится заключить брак, организовывать семью. И говорит: وأما ظهور الفتن والمفاسد والغلقات غير المشروعة. А что касается, говорит, мафасид, соблазнов, фитан, мафасид, разврата, валакат, гайр машруга, и незаконные связи между полами, то есть это одна из причин, так, это уже у нас получается. Так, седьмая причина препятствий для создания семьи, это значит распространение соблазнов и разврата в обществе и незаконных связей между полами. И первая, говорит, причина, почему у нас сегодня в обществе много разврата, это, говорит, в первую очередь табарруж. Табаруж значит выставление женщин свою красоту на показ. Выставление женщин свою красоту на показ. Я не знаю, в России как. Вот лето началось сейчас. Здесь в Стамбуле ужас. Ужас, как девушки одеваются. Просто не одеваются, можно сказать. Так? И потом я не знаю, кто их замуж берет, и как их замуж берет. И где честь этого парня, который будет жениться на ней. Ну, как бы не было, вот автор говорит, видит самые первые, так, из этих разврат, почему оно развращается, то есть распространяется на земле, это в первую очередь по причине женщин, потому что они показывают свою красоту чужим мужчинам. Вот тассаруфату мусира. И второе говорит тассаруфату мусира, то есть вызовы и подстрекательства. Ну, это и есть вызов подстрекательства, так. Мужчина, особенно если мужчина здоровый, не женатый, молодой, так, если кругом не одетые девушки показывают все свою красоту, как удержаться им, пусть Аллах берегет их. Вальмалябису дайяка, и говорит так, узкие одежды, так, малябису дайяка, тонкие узкие одежды. Ну, хорошо бы их было, я же говорю, вот в Стамбуле сегодня, и их-то нет. И их этой тонкой обтягивающей одежды и то нет. Валь-ихтилат, потом, говорит, это смешание полов. Сухуляту иртикабу фахиша, легкость совершения прелюбодеяния. Так, то есть ничего не стоит сегодня. Так, сегодня лучше будет наказывать человека, если он будет жениться официально на второй, на третьей или на малолетней по их законам, так, чем будет наказывать тех, которые совершают прелюбодеяние. Вот, допустим, помню, 3 года прошло или 4 года прошло, нет, в Татарстане был случай, один имам, ну, тут молодой, ну, и сам-то он уже совершеннолетний, хотел жениться на девушке 16 лет или сколько-то, или 15 лет, ну, не знаю. Ну, то есть по исламу она уже считается совершеннолетней, и как-то там случилось, этого имама посадили. Не знаю, не помню, 4 года дали или что, как бы за развращение малолетки или как-то там какой-то закон, то есть, ну, как бы не было, наверное, кто следил за новостями, помнит, это было где-то 4 года, может больше, чуть, может меньше, так? Вот. То есть человек хотел жениться официально и признать, и нести ответственность, его наказали. Ну, как бы не было, вот. «Валь-ингримасу фил харам». И говорит, то есть погрязание в хараме, в запретном.
ونحو ذلك من مظاهر الانحلال الخلقي и тому подобное, говорит, из проявлений разложения нравов, да, к разложению нравственности. Мимма адда иля ихджами бa'д шабаби ан издаваж. То, что, говорит, привело воздержание некоторой молодежи от женитьбы. Валгуруфу анху. Гузуфу, то есть алгузуфу анху, то есть отвращение от этого, да, к отвращению от этого. Вашакку фисулуку ниса, и сомнения у молодежи, у мужчин, да, в поведении женщины. Я же говорю, вот выходя из книги этой, вот сегодня только пришло, надо было съездить в торговый центр, пару торговых центров зашли, хотя недалеко от себя, так. Я ужаснулся здесь в Стамбуле. Стамбул это когда-то был центром исламской цивилизации. И Стамбул тогда был как бы центром не только исламской цивилизации, это был центром политического мира. Здесь принимали решения, что будет в мире твориться и по какому направлению будет развиваться мир, как это принимается сегодня в Нью-Йорке, да? Америка решает, кому как дышать и куда, в каком направлении двигаться. А недавно, 200 лет назад, это был центр Стамбул. И центр Стамбул, и здесь было исламское государство, здесь правили по исламскому шариату. А вот сегодня дети этих людей, это ужас. Вот прошло-то всего 100-150 лет. Короткая память у людей быстро забывает свою историю, свои ценности. Ну, как бы ни было, вот автор, значит, видит эти причины препятствием для создания семьи. Бисабаби фасад би'я. Из-за, говорит, то есть разврата общества, инхираф, и то есть отклонение от ценностей мусульманские. И говорит, недоверие, отсутствие доверия выставляющим свою красоту на показ женщинам. На самом деле, если нормальный мужчина, как можно доверить жениться на этих? Сегодня они ходят раздетыми, да? Как, если она выйдет замуж, какие гарантии, что она будет беречь себя для мужа и имущество мужа, когда его нет дома? Вот вопросов много. Ну, то есть, как бы не было, вот, что перечислил автор, да, под этими, под главой, да, препятствия появления соблазнов и разврата и незаконных взаимоотношений половых, да, межполовых. И вот они эти. И дальше говорят, الآباء أن يتخلصوا من عقدة النظرة الفوقية لأنفسهم. Поэтому, говорит, учитывая все это вышесказанное, говорит, необходимо родителям, отцам, в основном он обращается к отцам, да, опекунам девушек, говорит, надо им освободиться от мании величия. И смотреть на молодежь, которые хотят жениться на их дочерях, да? Смотреть свысока. От этой болезни, говорит, необходимо освободиться. И говорит, не надо, и необходимо, говорит, им освободиться от поклонения богатству и власти. Ну, конечно, автор в основном в этом случае говорит о той среде, где он живет. И он, как я уже говорил, автор этой книги, ученый великий, жил в Дамаске, умер в Дамаске. И поэтому, на самом деле, я, как вы знаете, я сам жил в Дамаске 7 лет, учился. На самом деле, сегодня арабы, вот это в их ментальности, да, к поклонению богатству и власть имущим, имеющим влияние людям. Вот, поэтому, если приходит, и на самом деле в арабском мире даже сложно тем жениться тем
той молодежи, которая на самом деле хочет жениться, обрести семью и жить семьей очень сложно, потому что, как выше привел, все эти причины наличествуют в этих странах арабских. Вот. وأما الشاب المسلم أو الملتزم بآداب دينه وشريعة ربه. А что касается, говорит, юноши, мусульманина, так, мусульманин юноши, والملتزم بآداب دينه, который придерживается своей религии и нраву этой религии, وشريعة ربه, и законом своего Господа, فيبحث عن الفتاة мутадайина. Необходимо искать девушку мутадайина, религиозную. То есть сейчас начинают давать совет, да, кто хочет жениться, вот должны они мотать на ус, на ком надо жениться, как надо жениться, и кого надо искать, чтобы жениться. И поэтому он говорит, а что касается, говорит, юноши, религиозной юноши, воспитанной в духе ислама, и который хочет жить по праву исламскому, необходимо, говорит, искать девушку богобоязненную, религиозную, которая будет отличаться уравновешенным характером. ويعتصم بكتاب الله وسنة رسوله. И говорит, этому юноше необходимо, говорит, надо держаться за книгу Аллаха Всевышнего, суннату Расулихи, и сунни пророка Мухаммада, саллаллаху салям. ويخشى الله ويتقيه. Необходимо ему бояться Аллаха Всевышнего и остерегаться его, то есть остерегаться его наказаний. ويقدم على الزواج بنفس طيبة وغزيمة عالية. И говорит, надо ему стремиться, так, жениться с чистым сердцем, так, бинафсин тайиба, вагазиме али, и с желанием, руху васаба. И говорит, то есть смело, то есть делать это смело. Ислам. И при этом, говорит, придерживаться надо то, что завещает ислам. مثل قوله عليه الصلاة والسلام, как слова пророка Мухаммада, саллаллаху салям, «Я махшара шабаб», то есть пророк Мухаммад, саллаллаху, обращаясь к молодежи, говорит, о молодежь, так, о общество молодежи, «Ман истатара минкумуль баата фальятазауаш», тот, кто из вас в состоянии жениться, пусть он женится. Потому что, говорит, женитьба, это, говорит, самый лучший способ опустить глаза. И, говорит, самый лучший способ хранить свои половые органы от прелюбодеяния. А тот, кто, говорит, не в состоянии жениться, тому человеку необходимо, говорит, поститься, потому что, говорит, пост удерживает человека, то есть он притупляет вот эти потребности, физические потребности молодежи, пост притупляет. И автор говорит, что касается, говорит, человека, юноши, который не в состоянии жениться и нести расходы семейные, необходимо, говорит, терпение и риффа, и целомудрие, и необходимо поститься, и, говорит, надо избегать те места, где есть подстрекательство. Сложно, конечно, сегодня избегать, я говорю, вот куда убежишь тут, не знаю, 20 миллионов, тут нет населения в Стамбуле. Или чуть больше, или чуть меньше. Куда убежать? Куда не смотреть? Это молодежь, так, неженатые, здоровые. Куда бы ни смотрели, везде голые девушки. Поэтому, ну, в любом случае надо стараться. И говорит, исходя из слов Аллаха Всевышнего. وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. И Аллах Всевышний говорит, пусть соблюдают целомудренные те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости.
То есть Аллах Всевышний, если полагаться Аллаху Всевышнему, иншаллах, Аллах Всевышний в любом случае Аллах Всевышний откроет пути человеку и откроет там, где он не ожидает. وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم. И также приводит Абдуллах ибн Аббас хадис, от него приводит Ибн Маджа и Аль-Хаким. لم يرى للمتحابين مثل التزويج. То есть пророк сам говорит, я говорит, не вижу ничего любящим, и пользующимся взаимностью, кроме как за это бракосочетание. И также от Абдуллах ибн Аббас عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه والطبراني. То есть также от Абдуллах ибн Аббас хадис, который приводит Ахмад ибн Ханбаль и Абу Дауд и Аль-Хаким говорит сахих, то есть достоверный хадис. Также приводит Табрани لا صرورة في الإسلام. То есть пророк говорит, нет монашества в исламе. То есть сарура, это слово используют арабы тем людям, которые не женаты все еще, или которые не совершили хадж. То есть сарура, говорит, это слово монашество по-русски, то есть нет монашества в исламе. Вафи хадиси муттафик алейхи ананас. А что касается, говорит, хадиса от Анас радиллаху анху, которого приводит Муслим и Бухари, أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. То есть пророк саллаллаху говорит, я, говорит, и женюсь женщинам. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Тот, кто отказывается от моей сунны, тот не от нас. وليحذر الشاب المؤمن من بعض العادات الضارة والآثمة. И дальше начинает совет давать автор молодежи мусульманской избегать некоторые дурные привычки. И говорит, мислю адату сирдия. Как говорит, мастурбация, так? Мастурбация. А вы никахуль яд, или говорит, анонизм, так? Это говорят, арабы говорят, никахуль яд. То есть, кто занимается анонизмом, говорят, женился в своей руке. А вы шудуль зинси, или гомосексуальности. لقوله تعالى, исходя из слов Аллаха Всевышнего, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания. То есть Аллах Всевышний говорит, надо беречь половые органы ото всего, так? Ото всего, кроме как иметь половые взаимоотношения либо с женой законной, либо с невольницами. Но сегодня, как уже мы знаем, в наш век нет невольниц, это значит отпадает. Знаете, иметь только половые взаимоотношения с законными женами. А все остальное запрещено. Там оральный секс, там и каких только видов сегодня их нет. Все они запрещены исламом. И на это указывает этот аят. И также, говорит, распространенное, говорит, и слово, распространенное слово у арабов, хотя некоторые считают это хадис, но автор говорит, это не хадис, не является хадисом, нет основания на него, но распространенное слово накхул ядиб малгун. То есть арабы говорят, кто занимается анонизмом, тот, говорит, малгун, тот проклят. كما تعذر الفتاة المسلمة من السحاق. И также говорит, необходимо девушкам, мусульманкам избегать
трибадизм, или как она, лесбийская любовь, так? То есть женщины занимаются между собой. لأنه ضرر محقق يترتب عليه الكعادة السرية. Потому что, говорит, это дурная привычка, и вредная она привычка. Кальгадати сирия, как говорит это, как мужчина занимается сам собой. Кафир у меня амроди джасадия. От этого, говорит, появляется много, говорит, болезней, как как туберкулез и брюшной тиф, ваннафсия, и болезни, душевные болезни, как арак, как бессонница, аума юшбихил джунун и тому подобное, бессонница или сумасшествие и другие болезни, ликаулихи саллаллаху салям. И сказал пророк Мухаммад саллаллаху салям: сахакун нисаи бейнахунна зина. Пророк саллаллаху алейхи говорит: лесбиянство между женщинами – прелюбодеяние. То есть лесбиянство – это и есть прелюбодеяние. Вот. И дальше Вакиля Амройни, и говорит, оба это выше приведенных, оба, что касается мужчин, так, как анонизм или другие виды. И что лесбиянство, говорит, они они заслуживают наказания по исламскому праву. А это наказание, говорит, тазир, то есть тазир кадаи. Наказание определяет суд. Так? То есть на эти виды преступления Аллах Всевышний не определил наказание, как к прелюбодеянию, так Аллах определил, к винопитию Аллах определил, к воровству Аллах определил наказание. А на это преступление Аллах Всевышний не определил наказание, оставил за право за судьей. Судья выносит решение за такие преступления. Фира и джамахиль фукаха. Это мнение большинства ученых. Вот. Вашудуду джинси. И после этого автор касается гомосексуализма. Что касается ашудуду джинси. Амма шудуду джинси ауфиру каумулут. Что касается гомосексуализма или содомского греха, хатта маззаужа, даже пусть это будет с женой, так, фаджариматун накро, это, говорит, большое преступление. То есть даже с женой. Этот вид запрещено даже с женой. Не только уже там и то, что сегодня творится, так? И у нас в России, и в Европе, и как это раскручивает, как те мировая элита, так называемая, так? Это все они лоббируют, это все куда ни глянь, и все везде распространяется, и даже вот нашумел, так, недели 2 назад во Франции один практикующий мусульманин, футболист, который играет за какую-то команду, он отказался играть в футболке, где нарисован их флаг, так, этих голубых гомосексуалистов, и сколько было шуму по всему миру, а он вроде бы где-то из африканской страны. Вот. Как бы не было, мы видим, да, это такой напор сегодня, эти мировая элита это распространяет, а у них возможности очень большие. Но несмотря на это преступное деяние, достойное наказания. Вот, говорит, тарани минхаш башарият льёма фи марад идис. Из-за этого, говорит, страдает общество, современное общество от разных болезней, как СПИД. وقد نبه القرآن الكريم على خطورة هذه الفاحشة. И Аллах Всевышний говорит, Коран предупредил от таких развратных действий, фахиша, да? От непристойных таких поступков. Сказал Аллах Всевышний устами Лут алейхиссалям:
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. То есть Лут, алейхиссалям, обращаясь к своему народу, говорит: неужели вы станете совершать мерзость, которую до вас не совершал никто из миров? Смотрите, до Лута, алейхиссалям, не было этой болезни, этой мерзости. И Лут, алейхиссалям, говорит своему народу: неужели, говорит, вы станете совершать ту мерзость, которую до вас никто не совершал? Да, никто не совершал. И Умар, ради Аллаху анху, к слову, вспомнил, тоже говорил, говорит, арабы, говорит, у них не было понятия вот этого насчет гомосексуализма. Говорит, мы даже не могли, говорит, Умар, ради Аллаху анху, представлять, что такое возможно, если, говорит, это не было упомянуто в Коране. Даже те язычники, да, мекканские язычники, бедуины, арабы-язычники не могли себе представить эту мерзость. Не говоря о тех людях, которые говорят, что они самый цивилизованный народ. Самый цивилизованный народ себя представляет, да? И весь мир влюбился в них, и любыми путями старается угодить им, быть похожим, уподобляться им. Так? Этот народ хуже даже, чем мекканские мушрики, язычники, да, которые даже не могли себе представить такую мерзость. И вот дальше говорит: «Вакаля айдан». И также Аллах Всевышний говорит: «Ататуна зукрана минал аламин». Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров? «Ватазаруна ма халака лакум раббукум мин азваджикум, баль антум каумун адун». И оставлять ваших жен, которых ваш Господь создал для вас, о нет, вы являетесь преступным народом. То есть это народ преступный. И останется перед нашими глазами верующими народом преступным. И никогда верующий не должен этим соглашаться всякими подвидами: толерантность, терпимость, там какие только сегодня не придумали слова, так, чтобы оправдать свою мерзость. И потом, если кто-то начинает возражать: вот этот радикал, это у него нет ни толерантности, ни терпимости, это такому человеку надо сидеть в деревне, вот пасти коров, они говорят, да? Вот недавно, кстати, тут есть группа, есть в WhatsApp вроде бы, Башкортостан, Турция башкортлары, или как-то вот так называется, и там, вот, там большинство этих влюбленных башкир, видимо, в Европе, и там как-то получилось, так начали писать что-то про ислам. И вот так и выразились: с таким мышлением тут что делает этот человек в Стамбуле, типа в центре цивилизации, этому человеку там где-то в деревне нас пасти коров. Хотя у него мнение было со стороны, если посмотреть, соответствовало мнению Корана, то есть принципам кораническим. Вот, возвращаясь к книге, что говорит дальше автор. «Факанат укубатухумуль истисал». И автор говорит, наказание, говорит, этому народу было искоренение их, то есть уничтожение. Не оставил Аллах Всевышний ни одного из них. И говорит Аллах Всевышний: «Каззабат кауму Лутин бин нузур». Народ Лута счел ложью предостережение. Лут же, алейхиссалям, их предостерег. Они, говорят, сочли ложью это предостережение. «Инна арсална алейхим хасибан илля аля лутин наджайнахум бисахар». И Аллах Всевышний говорит: мы не спаслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы спасли перед рассветом. То есть никого Аллах Всевышний не спас, не оставил живых из тех народов, так и из этих из мерзкого народа, кроме как семью Лута, алейхиссалям. И то жена осталась, так, жена была неверной. И была уничтожена со всеми этими, которые творили мерзость. И только Лут, алейхиссалам, спасся со своими дочерьми.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس. И говорит, приводит имам Ахмад и Абу Дауд и Тирмизи وغيرهما عن ابن عباس и другие от Абдуллах ибн Аббас. من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. А пророк, саллаллаху говорит, если, говорит, увидите, кто занимается содомским грехом, то, говорит, убейте и активного, и пассивного. Фа'иль ва маф'уль бих. Тот, кто делает, и того, с кем это делают. То есть обоих хадис звучит о том, что они обои достойны казни. Вот. И вот здесь хукм приводит автор. Хукм приводит, говорит, наказание за совершившего содомский грех у наших, говорит, ученых мусульман правоведов. Имма тазир фи ра'и Аби Ханифа, либо осуждение, то есть его решение суда в руках судьи, какое наказание он вынесет, то и будет. Это по мнению ханафийского масхаба. Либо наказание как за прелюбодеяние. Это у большинства ученых, то есть у 3 масхабов. Так? Ханафиты сказали, суд выносит решение. Какое вынесет решение, то и будет. Так, а другие, 3 масхаба Ахмада ибн Ханбаля, имама Шафи, имама Малика сказали, нет, это подобно прелюбодеянию и наказание как прелюбодеяние. Как прелюбодеяние. Вот. Вот тем самым мы закончили эти препятствия, какие есть препятствия сегодня современные, то есть в нашей современности, то, что затрудняет как бы семейную жизнь, так? Или заключение бракосочетания, или бракосочетания, совместную жизнь. Да? То есть то, что является препятствием, отталкивает молодежь от создания семьи. А дальше автор переходит на другую тему, аль-мабхасуль ауаль. То есть сейчас переходит, это все было у нас предисловие, да, перед вхождением в сами темы в этой главе, и глава у нас называется «Особенности создания мусульманской семьи». Да? Все это мы 2 или 3 урока, все предусловие, перевели предусловие автора. А сейчас входим в первую тему в этой главе. Это и первая тема, это мукаддимату заваяж, предпосылки бракосочетания. Предпосылки бракосочетания, это называется хитба. Хитба называется по-арабски хитба, либо по-русски сватовство. По-татарски назвали, вот я помню в детстве, особо у нас уже не было в нашем детстве, так, но помнили и рассказывали наши отцы, что в их эпоху это еще было, так, их молодости, килишоу или яракляшоу, вот так назвали в наших регионах. Килишоу, яракляшоу, то есть родители парня и невеста, даже с детства могли они договариваться, что когда вырастут их дети, они их поженят, или когда уже выросли, то у татар это было, но сегодня, наверное, уже нет такого. Но хотя, может, сегодня это возрождают более практикующие мусульмане. То есть, как бы не было предпосылки бракосочетания, так это знать в первую очередь хитба. И это самое необходимое. Почему вот, если сегодня мы посмотрим, даже в Башкирии, даже в Уфе, много мы слышали, да, года 2-3 назад вообще, очень много было разводов среди практикующих мусульман. И было удивительно, почему это происходит. Вроде бы люди же практикующие, этого не должно было произойти. Вроде бы муж практикующий, и вроде бы жена тоже практикующая, а вот разводы один за другим. А вот я не знаю, я вот как бы проанализировал, и тогда я пришел к мнению, что именно вот этого хитба, да, хитба, то есть сватовство,
или яракляшу, как это татары говорили раньше, да, у нас оно не происходит. Если и происходит, то не так, как оно должно быть по исламу. Не так, как оно должно быть по исламу. Встретятся, пару раз пообщаются, и все, на этом сошлись, все, поженились, вроде бы ура, хорошо все, да, внешне и тот мусульманин, и та вроде бы мусульманка покрыла, по крайней мере, из себя пастырные места, да. Но дальше друг друга они не изучают. Дальше, из какой семьи девушка, знать не знает. Девушка, из какой семьи жених, знать не знает. Кто они такие, чем дышат их родственники, что говорят о них другие люди, о их роде. Так? Вот это все как бы остается за занавесом. И никого это не интересует. А это и приводит к разводу. И даже случаи тогда бывает, так, допустим, женщина то есть развелась с первым мужем. Вроде практикующая мусульманка тоже. Потом женится второй брат на ней, тоже мусульманин практикующий. Так? И потом опять не могут они жениться, разводятся. А потом спрашиваешь у этого мужчины, а как так случилось? И спрашиваешь, а ты узнавал, когда женился, почему она развелась с первым мужем? Машет плечами, говорит, нет. Как так можно жениться на разведенной женщине и не зная причину развода ее с первым мужем? Так? Это же показатель будет для человека, если он хочет жениться на вдове или на разведенной. Так? Ну, вдова, ладно, может, муж умер там, и так вот ей надо выйти замуж и продолжать свою жизнь. Это нормальное явление. Но если она развелась, так, это же другой вопрос. Надо узнать причину, почему она развелась. Конечно, женщина скажет, если у нее прямо спросишь, все скажет, он виноват. Ну, в этом это нормальное явление, так, природа человека такова. Но есть другие пути, на самом деле, узнать причину развода этой женщины с первым мужем. А если узнать, может, этот человек будет ее избегать, так, за 100 километров, не то что жениться на ней, несмотря, что она в платке, несмотря, что она намаз читает. И поэтому вот нельзя обманываться сегодня. Вот же он читает намаз, а вот же она читает намаз. Но это не показатель. Намаз читает, это его дело, его или ее дело со своим Господом. А семейная жизнь – это другое немножко, это взаимоотношения людские. А это другое, совершенно другое. Поэтому, я отойду от книги, наверное, момент. У нас есть 3 положения. Так? Человек со своим Господом, человек с самим собой, так? И человек с окружающей средой. Вот 3 момента, так, 3 основы. То есть человек, как он искренен со своим Господом или не искренен, первый, так. Потом человек, как он с самим собой, он искренен, нет, со самим собой или не искренен, так. Насколько он несет, то есть чувствует себя ответственным, так, за самого себя. Насколько, ну, как по-русски говорят, насколько человек отвечает за себя, так. У нас такое есть у русского, так? Ты отвечаешь за себя, так? Вот насколько человек отвечает за себя. А второе, насколько человек, у него взаимоотношения, он строит взаимоотношения с другими. А вот сюда и входит семейная жизнь то же самое. Так? Насколько мужчина может организовать с этой женщиной взаимоотношения, потому что жить не надо будет всю жизнь. И эта женщина тоже, насколько она сможет организовать хорошие взаимоотношения с этим человеком, потому что ей-то жить вечно, не вечно так, по крайней мере, до смерти, то есть, по крайней мере, сделать намерение, мы будем жить, иншаллах, до смерти, так? А не завтра разбежимся. Ну, как бы не было, вот так вот, что есть в практике сегодня в реальности, а что должно быть теоретически. Сейчас мы возвращаемся в теоретическую сторону. И вот что говорит автор.
يتخذونه مقدمة للزواج وهو الخطبة. То, что, говорит, стало обычаем среди людей, и оно, говорит, утверждено и исламским правом, говорит, мукаддиматун лиззаваж, преддверием замужества или бракосочетания является хитба, является сватовство. И сейчас говорят, хитбату, и дает определение, что такое это хитба. Хия изхару рагбати фи заважи би имратин муайяна. Это, говорит, предъявление или выявление желания мужчины жениться на конкретной женщине, на определенной женщине. И сообщение об этом женщине или опекуну женщина. Так? А мудрость, в чем заключается мудрость? Это, наверное, самое главное. Ат-тагарруфу мутабадилу бейнал хатибейни. Это, говорит, взаимное знакомство. Невесты и жениха. Взаимное знакомство невесты и жениха. И тем самым, говорит, познает каждый друг друга. Бидиросати ахлакихи, в первую очередь, изучением нрава друг друга, так, изучением нрава, ватаба илиха, ее природа или его природа, вамуюлихи, и его склонности или ее склонности. Ваназаратихи мустакбалия, и взгляда на будущее. Взгляд на будущее мужа будущего или жены будущей. А если, говорит, они согласны, то есть изучили друг друга, и они, то есть, подходят они, и все эти, так, и нрав его ей нравится, и обратные, и природа его ей нравится, и обратные, и склонности его ей нравятся, и обратные, так, и будущее, то есть взгляды их на будущее совпадают. Тогда, говорит, тавафук, здесь, говорит, взаимные согласия, и тем самым завершается хитба, сватовство. А что касается, говорит, хукма, да, хукм, то есть какое же положение от сватовства? Муджарраду вардин беззаваж. Это, говорит, не никах, это не бракосочетание, это чисто взаимное обещание, что они хотят жениться, так, и знакомиться с этой целью. И поэтому, говорит, пусть никто не думает, если, говорит, там прочитают перед этим, при встрече Коран, да, Фатиху или что-либо, что это был бракосочетанием, что им после этого все разрешается как мужу и жене. أو وليها على الخطبة مبيحة شيئا من أغراض الزواج. Поэтому, говорит, если согласие опекуна, да, на встречу, или самой женщины на встречу с будущим женихом, да, это, говорит, не значит, что после этого они стали друг другу разрешенными, что разрешает бракосочетание. وقد أجاز الشرع النظر إلى وجه المخطوبة. А сейчас говорит, что разрешено. На какие части тела можно смотреть женщине, так, во время хитба, во время сватовства. Здесь разошлись, конечно, ученые. Здесь он приводит мнение Масхаба имама Шафири, потому что и автор этой книги Вахбат аль-Духайли, он шафирит. Разошлись в разных, есть разные мнения, но, как скажем, здесь приводится мнение шафирского Масхаба. То есть, говорит, можно смотреть на женщину, махтуба, лицо, на лицо можно посмотреть. И руки, да, кисти рук, так. دون رأسها وشعرها أو بقية بدنها. И вот нельзя смотреть на другие части тела, ни голову, ни волосы, ни что-то другое. فهي ما تزال أجنبية عن الخاطب, потому что, говорит, все еще она остается чужой для жениха.
То есть еще нет бракосочетания. وَدَلِيلُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ حَدِيثٌ كَثِيرٌ مِنْهَا. А что касается, говорит, что разрешается смотреть на женщину, на ком человек хочет жениться и пришел на это, говорит, указывает много хадисов и приводит здесь их, несколько из них. То есть один хадис от Мугирата ибн Шарба, что он сватался к женщине. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, и сказал пророк Мухаммад саллаллаху ему: «Унзур илейха, посмотри на нее, фаиннаха ахра ан юаддима бейнакума». Потому что, говорит, лучше всего для вас это, то есть посмотреть друг на друга, чтобы потом было как бы юаддима, так, была взаимная симпатия между вами. أي تحصل الموافقة والملائمة بينكما. То есть, говорит, вы добьетесь муафака, согласия и гармонии между собой. Второй хадис عن جابر قال, от Джабр ибн Абдуллах сказал: «Самихту набия саллаллаху алейхи, слышал пророка Мухаммад саллаллаху сказал: «Ида хатаба ахадукум аль-мар'ата, если засватает кто-нибудь из вас женщину, факадара ан яра минха ма ядгуху иля никахиха». И пусть смотрит, говорит, на нее ма ядгуху, то, что будет побуждать его жениться на ней. Фальяфхан. То есть, если, говорит, будет возможность посмотреть на нее, пусть, говорит, посмотрит. Варан Муса ибн Абдиллах ибн Хумейда. Муса ибн Абдуллах ибн Хамид, Аби Хамид. Сказал, Расулуллах саллаллаху, сказал пророк Мухаммад саллаллаху: «Иза хатаба ахадукум мар'ата, фаля جناح عليه أن ينظر منها». Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: если кто будет свататься на женщине из вас, не будет ему греха смотреть на нее. «Иза кана иннама янзуру илейха ли хитба». Только, говорит, если это было сватовством, не так, как бы пришел как бы под видом сватовства посмотреть на нее, а именно с намерением свататься на ней, тогда нет греха посмотреть на ней. «Вин канат ла та'лам». То есть даже здесь, говорит хадис, в конце есть дополнение, даже, говорит, можно, говорит, посмотреть на женщину с целью посвататься на ней потом, если, говорит, она и не знает. Если она и не знает. То есть, если есть такая возможность, говорит, и человек хочет пожениться на ней или посвататься на ней, он может это сделать, то есть посмотреть на нее, не будет греха. وَلَا تَجُوزُ الْخُلْوَةُ بِالْمَخْطُوبَةِ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ. Но что касается, говорит, уединения, нельзя уединяться человеку с этой махтуба, то есть с кем он сосватался, так? Нельзя уединяться. لقوله صلى الله عليه وسلم, исходя из слов пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم: «Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир, фала яхлуна бимратин лейса ма'аха зу махрамин минха». Тот, кто, говорит, уверовал Аллаху в судный день, пусть, говорит, не уединится с чужой женщиной, если у нее нет рядом с ней махрам, если у нее нет рядом махрам. Фейн фалисахума шайтан, потому что, говорит, третий будет шайтан. То есть, если уединились мужчина и женщина, чужие друг другу, среди них третий шайтан. Вафи хадисе ахар, в другом хадисе: ла яхлуна раджулун бимратин ла тахиллу лаху. Не уединяется мужчина с женщиной, которой нельзя уединяться. Фаинна салисахума шайтан. Воистину третий среди них шайтан. Илля махрам. Кроме, говорит, если нет, только есть махрам. Так. وإذا أراد الخاطب استكمال معلومات عن المخطوبة. Вот сейчас самый момент, так, очень хороший совет дает автор книги. Говорит, если, говорит, хочет узнать большего жених о невесте
Или наоборот, невеста о женихе. Фятимму зялике, это, говорит, завершается. То есть, ятимму зялике ан тарихи ирсалихи мраатан ясику бихал хатиб. То есть, говорит, необходимо отправить женщину в их дом, да, кому доверяет жених, чтобы она все узнала больше, да, и чтобы эта женщина была доверенным лицом этого жениха. وتخبره بصفاتها الخاصة أو السرية. И потом, как увидит, поговорит, будет исследовать ее, так, следить за ней, потом сообщит жениха о тех качествах ее, и так, физические, так, и о характере, все потом сообщит ему. Потом она сообщит ему. Приводит Анас радиллаху анху от пророка Мухаммада саллаллаху багаса Салим иля мраатин. Факаля унзури иля гуркубиха. То есть пророк Мухаммад отправил Салим, да, к женщину Салим, к женщине, и сказал: «Унзури иля гуркубиха», посмотри ее ноги, «Вашамми маратифаха», и понюхай ее запах. То есть это тоже важно, да? Вдруг разные бывает, если неприятный запах уже от женщины идет, может мужчине это не понравится. А что касается невесты, она делает обратное, да, отправляет мужчину, кому она доверяет, да, к жениху, чтобы тоже разузнал всего. Янзуру иля хатибиха, чтобы посмотрел он на него. Фаиннаху югзибуха минху ма югзибуху минха. Так, то есть, и потом она и расспросит у него, нравится он ей или не нравится. А что касается выхода этих невесты и жениха из дома, так, из дома, махмудул акиба, это, говорит, нельзя делать, запрещено. Фафихи махатир, в этом, говорит, есть опасность. بل ولا يحقق الغاية المنشودة. И наоборот, говорит, от этого, говорит, невозможно получить желаемое. Так, желаемое познакомиться, узнать друг друга, и на самом деле ту натуру узнать, а не деланность, так? لأن كل من الطرفين يظهر خلاف الحقيقة, потому что, говорит, каждый себя постарается показывать себя с хорошей стороны. Так? То есть тем самым они будут друг друга обманывать. И поэтому, говорит, у народа есть такая, говорит, пословица: «Куллю хатибин казиб». Каждый хатиб, тот, кто пришел свататься, тот, говорит, лжец. Так? То есть на самом деле, допустим, если кто еще жил, не практиковал ислам, так, в юности, в молодости и дружил с девушками, в советское время я имею в виду, так, каждый знает, что как себя вел, всегда старался показывать себя лучшей стороны тем девушкам, за которыми он ухаживал. И те обратные, так? Поэтому понять в этой ситуации и познать друга невозможно. Только вот те пути, допустим, отправить человека, изучить, из какого рода женщина, так? Что говорят о их роде, так, о их семье, другие, их соседи, богобоязненные, они не богобоязненные, чем занимаются, какие у них друзья, какие у них нравы. Все вот это если изучить, а потом принять решение, вот единственный правильный путь. Не кафе там ходить, не что там, не прогуливаться там, скажем, по аллеям, по паркам или по побережьям. Это ничто не проявит истину, только истину проявит, если изучить. Если из одной деревни, тем более в одной деревне каждый друг друга с детства знает, так? И вот. И дальше сифату хатибайни. Дальше автор будет рассказывать о особенности или о характере, о нраве
этих двух хатибайн, так, жениха и невесты. То есть, какие качества надо искать в женихе, если женщина хочет выйти замуж, и какие качества и какие нравы должен искать мужчина, если хочет жениться на какой-либо женщине. Вот. Об этом, иншаллах, в нашей следующей встрече.